После завершения Абхазского международного экономического форума президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе пресс-подхода подвели его основные итоги. По их словам, сегодня в экономике республики фиксируется заметно возросший интерес со стороны инвесторов. Речь о системном подходе к развитию, от туристической инфраструктуры до перерабатывающей промышленности и логистики. Как было отмечено, совокупный объем потенциальных вложений, обсуждаемых в рамках форума, может стать одним из крупнейших за последние годы и задать долгосрочный вектор экономического роста. Сейчас у Абхазии уникальное окно возможностей, но оно не будет бесконечно. Вот по нашей оценке, это год-два. Вот это вот. Либо этим окном сумеем воспользоваться, повернув и туристический поток, сделав так, что турист поедет круглый год, поедет в том числе и туристы, которые готовы платить значительно большие деньги, но за большее качество. Да? Значит, и с инвестициями ровно такая история. 100 миллиардов – это потенциал, но его надо суметь использовать. Однако этот интерес не гарантирован навсегда. Конкуренция между российскими регионами растет, и инвесторы готовы быстро менять направление с международного на внутреннее, если условия окажутся более выгодными. Поэтому, по словам Сергея Кириенко, главное условие для реализации инвестиционного потенциала Абхазии – понятные и прозрачные правила игры. Речь идет о принятии законов и их реальном исполнении, одинаковом для всех участников рынка. Для этого потребуется соответствующее законодательство, современное, конкурентоспособное законодательство и способность принимать его быстро. Честно говоря, пока, Бадзар Абович не обидится, да, но я понимаю, мы много с ним об этом говорим, да, иногда правильные решения, они вроде бы и принимаются, но они так долго принимаются, что надо понимать, что инвесторы ждать не будут. Он развернется и убежит в Краснодарский край или в какие-то другие соседние регионы. Сегодня внутренний туризм в России развивается очень быстро. И свято место пусто не бывает. Оно будет заполнено. Поэтому принятие своевременного законодательства – очень важная история, что это законодательство не просто должно быть принято, оно должно быть современным, конкурентоспособным, оно должно исполняться. Исполняться оно должно для всех. Да, потому что вот этот вопрос, за которым все инвесторы всегда и все партнеры, в том числе регионы-партнеры, будут очень внимательно следить. Абхазия независимое суверенное государство, мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться, но и закрывать глаза мы тоже не можем. Поэтому если инвесторы будут видеть, что законодательство принято, но не работает, или оно работает с оговорками «смотря для кого», тогда большая часть этих проектов просто не будет реализована. Сегодня экономическая модель республики формируется вокруг нескольких базовых отраслей, каждая из которых способна дать мультипликативный эффект. Это сельское хозяйство, туризм, инфраструктура и энергетика. Сферы, которые одновременно создают рабочие места, формируют доходы бюджета и обеспечивают долгосрочный рост. Главные, проекты развития в целом экономики – это, опять же, такие отрасли, как сельское хозяйство, туризм, инфраструктура, в целом энергетика. Это как раз-таки те отрасли экономики, которые имеют огромный потенциал развития, в том числе и в целом нашей экономики. Эти темы, эти направления для нас остаются актуальными. Это то, над чем мы работаем. Энергетика остается фундаментом всей экономической системы. Без стабильного энергоснабжения невозможна работа предприятий, развитие туризма и запуск новых производств. В последние годы именно эта отрасль была одной из самых проблемных. Однако сейчас, по словам президента Абхазии, ситуация постепенно меняется. Масштабные работы проводятся в рамках реконструкции нашей энергетической системы при поддержке Российской Федерации. И непосредственно Сергей Владимирович активно занимается, включился в оказание поддержки. Это очень важной и главной отрасли нашей экономики. Вы знаете, что мы устанавливаем приборы учета. Это как раз-таки возможность уменьшить дефицит электроэнергии. Вы знаете, что по году это порядка 600-700 миллионов киловатт-часов. Если мы достигнем на порядок, наполовину уменьшения затрат
электроэнергии, это сэкономит колоссальное количество средств. Впервые за длительное время зимний период прошел без веерных отключений, и это стало важным сигналом для населения и бизнеса. Зима 25-26 года, первая зима в независимой Абхазии, которая прошла без отключений, без веерных отключений электроэнергии. Да, в это внесла свой вклад Россия. Мы обеспечили гуманитарный переток, который, кстати, важно понимать, что эта электроэнергия оплачивается из бюджета России. Это несколько миллиардов рублей, которые Россия вкладывает в поддержку. Но у нас были очень такие честные договоренности, что, извините, помогают тому, кто сам что-то делает. Да? Значит, поэтому очень большая работа впервые была проделана и с повышением эффективности использования электроэнергии, то есть то, о чем Бадр Зурабович говорил, то есть целый ряд потерь, которые просто нерационально уходили. Честно говоря, в том числе и с воровством электроэнергии. Мы как-то говорили, что энергетики Абхазии, когда стали наводить порядок с оплатой, они нашли юридические лица, которые за все время независимой Абхазии не платили за электроэнергию никогда. То есть, когда к ним в 25 году пришли за счетами за электроэнергию, некоторые из них спросили, а что это такое, а разве за электроэнергию надо платить? Да, понятно, что до той поры, пока вот это не будет устранено, будет проблема у пенсионеров, будет проблема у социальных объектов. А самое главное, почему я электроэнергию вынес на первый план, ни один новый проект развития, заводы по переработке сельхозпродукции, промышленные мощности, логистические терминалы, новые гостиницы и санатории. Они все требуют электроэнергии. Никто не будет вкладывать, если его в любой момент могут отключить из-за неустойчивости энергосистемы. Параллельно модернизируется транспортная инфраструктура. Ключевой элемент для экономического роста и интеграции с внешними рынками. Запуск аэропорта, развитие железнодорожного сообщения и морских перевозок уже начали менять логистическую карту Причерноморского Закавказья. Развитие транспортной инфраструктуры – это колоссальный потенциал для нашей экономики. Наряду с открытием международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзена, открытие железнодорожного сообщения, сотни тысяч людей перевезены этим транспортом. И, конечно же, есть куда расширяться, наращивать объемы перевозок, грузов, пассажиров. И в этом смысле, конечно же, мы и дальше будем прорабатывать развитие этих очень важных отраслей экономики. Новая транспортная инфраструктура позволяет не только увеличить туристический поток, но и упростить экспорт продукции и перемещение грузов. Вчера был представлен на выставке проект реконструкции контрольно-пропускных пунктов на ПСОУ. Вы, наверное, слышали, что это уникальный проект. В разы увеличивается пропускная способность, при этом ремонт – это несколько лет, но организаторам поставлена задача не закрыть пункт наполовину на время ремонта, а даже в процессе ремонта каждый год будет увеличиваться пропускная способность. Вот это важнейшая задача, о которой мы договорились, что будет контроль с российской, с абхазской стороны, чтобы людям было удобно. Туризм остается локомотивом абхазской экономики. Улучшение транспортной доступности уже сокращает время в пути и делает поездки более удобными, особенно для краткосрочного отдыха. В конце концов, я сейчас летел в Сухум, на час быстрее. Даже, например, на час 10. То есть до Сочи ты летишь 3:30, 3:40, до Сухума мы долетели за 2:20. Для туриста, который прилетает на несколько дней, это имеет очень большое значение, и это открывает ту самую возможность для круглогодичного туризма, когда ты в течение всего года можешь прилететь на выходные, на несколько дней. И у нас к лету впервые становится совсем большой широкофюзеляжный самолет, там порядка 500 мест на одном борту. Такие самолеты сюда еще не летали. Это тоже увеличивает пассажиропоток. При этом стратегия развития отрасли меняется. Ставка делается не только на летний сезон и побережье, но и на расширение туристической географии. Что здесь инвестиции, которые Россия
в это вкладывает и инвесторы, и из бюджета Российской Федерации, они носят системный характер, потому что мы не просто запустили электричку в прошлом году, но в этом году из бюджета заложили субсидию на то, чтобы билет оставался 300 рублей, а не 1000, как он мог бы стоить. Ну, и это в первую очередь, честно говоря, даже не столько для туристов, сколько для местного населения, конечно. Ровно такая же история «Комета», она запущена, и на этот год заложено субсидирование. Иначе цена билета там будет такой, что местные жители туда точно не поедут, и не каждый турист это сделает. Что касается сельского хозяйства, то агропромышленный комплекс рассматривается как еще один стратегический сектор. Благоприятный климат и природные ресурсы дают возможность значительно увеличить объемы производства. Однако ключевая задача не просто производить сырье, а перерабатывать его внутри страны, создавая добавленную стоимость и новые рабочие места. Переработка – одно из важных направлений, когда продукция доставляется уже потребителю на экспорт из Абхазии уже в готовом виде. Это как раз-таки дополнительные налоговые поступления, это возможность создать здесь на месте новые рабочие места. Развитие переработки, по словам Сергея Кириенко, открывает доступ к новым рынкам и делает экономику Абхазии более устойчивой. Конечно, должна вывозиться не просто сырьевая продукция, потому что то, что вчера на выставке показывали, и мармелады, значит, из фихуа, из цитрусовых, ну и меня очень порадовало, что стали появляться, ну, такие, знаете, не просто такая первичная переработка, а более современная, более глубокая переработка, очень интересный проект по производству ароматических масел. Вот вчера нам на выставке его показывали, но причем с учетом огромного российского рынка и с учетом того, что сегодня в условиях специальной военной операции у нас часть традиционных поставщиков европейских ушла с рынка, это открывает уникальный рынок, да, причем для продуктов глубокой переработки. Вот мы вчера со специалистами в этой сфере в Абхазии в сельском хозяйстве говорили, что когда-то в советские годы на производство ароматических масел в Абхазии было создано до 15 тысяч рабочих мест. Даже если половину этого восстановить, а это абсолютно реалистично, ну что такое сегодня для Абхазии 7 тысяч дополнительных рабочих мест, да, это серьезная история, очень серьезная история. Кстати, вот на это в плане выделения кредитов примерно запланировано до 15 миллиардов до 30 года на поддержку проектов переработки сельхозпродукции в развитии села. Да? По словам первого зама главы администрации президента России, серьезные изменения произошли и в системе внешнеэкономической деятельности Абхазии. Реформа таможни позволила снизить административные барьеры и сделать экспорт более предсказуемым. Ну, еще в прошлом году любой сельхозпроизводитель рассказывал, что главная проблема у него не только вырастить, но и вывести. Значит, и цена при пересечении таможни менялась ощутимо. Да? То есть степень прозрачности, справедливости, честности работы на таможне поменялась кардинально. И это сразу сказалось и на увеличении экспорта, значит, и на том, что люди... Это все очень связано. Да? Как только стало проще с экспортом, тут же в этом году увеличилось количество площадей, на которых высаживают и цитрусовые, значит, и другие сельскохозяйственные культуры. Как отмечают чиновники, экономика республики постепенно диверсифицируется. Одним из новых направлений становится медицинский туризм, который может привлекать пациентов из других стран. Это формирует дополнительный поток доходов и расширяет возможности для развития сервисной экономики. Мы сегодня посетили центр, созданный как раз-таки при поддержки Сергея Владимировича. Сегодня нам рассказывали, что в том числе и российские граждане получают медицинское обслуживание. Я знаю, что и сюда приезжают получать медицинское плановое обслуживание, попадают и экстренные. То есть мы и медицину должны рассматривать как возможность развития, привлечения сюда людей. Это тоже очень важное направление. Рекреационные возможности нашей республики. Таким образом, становится понятно, что ключевую роль в экономическом развитии Абхазии играют как межгосударственные проекты на уровне Сухума и Москвы, так и взаимодействие с отдельными регионами России. Десятки подписанных соглашений, которые подразумевают не просто намерения о сотрудничестве, это уже конкретные проекты, конкретные вещи, которые направлены на улучшение в том числе экономической
самостоятельности экономических показателей, это создание новых рабочих мест, это новая налогооблагаемая база. Что касается приоритетности, в том числе и вчера на форуме мы задали эту приоритетность, мы говорим о сотрудничестве, об особом статусе сотрудничества с Российской Федерацией. Это для нас приоритетное направление. Мы хотим создать наиболее благоприятные условия для привлечения инвестиций из Российской Федерации. Это важный фактор нашего взаимодействия. Ну, конечно же, в рамках этого взаимодействия не говорить о сотрудничестве с регионами Российской Федерации, это неверно, это огромный потенциал, это огромные возможности, которые мы обязательно должны использовать. И приезд сюда 15 руководителей регионов Российской Федерации – это показатель того, что мы не просто на словах говорим о необходимости расширения взаимодействия, это уже работа, которая ведется системно и будет продолжена. Абхазия делает ставку на комплексное развитие экономики и привлечение инвестиций. Однако итог во многом будет зависеть от эффективности управления и способности быстро адаптироваться к новым условиям. 15 глав регионов, десятки министерств и ведомств, под сотню компаний. Им действительно очень интересно, они действительно готовы вкладывать. Это может дать очень большой потенциал для развития Абхазии. Но вот насколько удастся использовать этот потенциал, это, честно говоря, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помогать, но это в первую очередь зависит от решений, от их скорости и качества, которые будут приниматься всеми органами власти в Абхазии, и президентом, и правительством, и парламентом. Я верю в то, что этот потенциал можно использовать. Таким образом, Абхазия уже заложила основы для экономического роста. Модернизируется энергетика, развивается транспорт, расширяется туризм и формируется новая модель агропромышленного производства. Есть и значительный инвестиционный потенциал, способный обеспечить рабочие места и рост доходов. Главный вызов – реализации. От скорости и качества решений зависит, удастся ли закрепить этот рост. Ближайшие годы станут решающими. Именно сейчас определяется, превратится ли интерес инвесторов в реальные проекты и долгосрочное развитие экономики. Марианна Котова, Владимир Капуза, Инала Гухава, Абаза ТВ.